Вітаю в ефірі. Сьогодні головне у студії для вас працює Олеся Вакуленко. Говоримо сьогодні про День українського політв'язня, але почати хотіли б з іншої інформації. Окупаційне управління ФСБ Росії у Криму та Севастополі висунуло нове обвинувачення затриманим у серпні минулого року 5 кримським татарам, серед яких імам Сімферополя Раїф Февзіїв. Крім організації та участі в діяльності терористичної організації, тепер їм закидають ще приготування до насильницького захоплення влади. Нагадаємо, у серпні минулого року ФСБ обвинувачені провели масові обшуки у будинках мусульман і кримських татар у Сімферопольському, Бахчисарайському районах та під Севастополем. Після обшуків силовики затримали 5 кримських татар – Завура Абдулаєва, Джабара Бекірова, Рустема Мурасова та Рустема Таїрова, а також імама Раїфа Февзієва. Пізніше окупаційний суд заарештував їх. Чоловікам закидають організацію та участь у діяльності релігійної організації Хізбут Тахрір. Вона заборонена в Росії, але вільно діє в Україні та більшості країн світу. Про політв'язнів Кремля говоритимемо сьогодні. З нами на зв'язку член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Баріїв. Добрий вечір. Добрий вечір. І перш ніж перейти до більш широкої теми, хотілося б говорити саме цей прецедент. Як ви його оцінюєте, саме те, що вже засудженим чоловікам додали ще одне звинувачення? Ну, на самом деле это уже стало обычной или традицией уже стало для оккупационных властей. Дело в том, что наверняка они таким образом пытаются закрепить, скажем, более такие строгие обвинения в отношении тех наших политузников. И поэтому, соответственно, это уже не первый случай, когда они в отношении людей, которых обвиняют именно по статье 205.5, это организация и участие в деятельности террористических организаций, они еще и добавляют первую часть статьи, как в данном случае статьи 30, этой статьи 278 Российской Федерации, то есть на приготовление к насильственному захвату. О чем это говорит? Ну, во-первых, говорить о том, что одна статья дает большие сроки по сравнению с другой. На самом деле и первая статья была, которая названа мной, и вторая, срок лишения свободы там в среднем от 13 до 20 лет. Но если мы говорим просто об участии по статье 205.5 организации участия в организации деятельности террористических организаций, то там плюс еще присутствуют штрафы. А вот в статье 278 Уголовного кодекса Российской Федерации там еще предусматриваются первые там годы более строгого режима. То есть мы еще наблюдаем за тем, когда уже выносят уже выносят приговоры, то часто, особенно эта тенденция стала часто проявляться именно в 2020-2021 годах, когда политузникам, кроме того, что дают максимальные сроки, и это делается с тем, чтобы одна статья дополняла другую и давали не минимум там 13-14 лет, а давали 20 лет. Поэтому они дают максимальные сроки 20 лет, плюс еще до 2-3 лет тюрьмы. Поэтому здесь и следует ожидать, что оккупанты просто готовятся к тому, чтобы в отношении данных людей, которых вы назвали по именам, я не буду повторяться, как раз таки и вынести максимальные сроки, когда будут оглашены приговоры. Ви згадали про те, що це особливо активно відбувається в 2020-2021 році. Можна це з чимось пов'язувати? Ну, я думаю, во-первых, это связано с тем, что они в 2020 году внесли изменения в Конституцию Российской Федерации. В соответствии с этим они внесли изменения и дополнения в Уголовный кодекс и в ряд других законов Российской Федерации. И, соответственно, конечно же, те дополнения, которые носили в Уголовный кодекс, они как раз и носят тот вот такой вот характер усиления собственных нормативно-правовых актов
для того, чтобы их применять в отношении, опять же, неугодных для Российской Федерации. Ну, конечно же, данные законы не распространяются на всю территорию Российской Федерации, но они активно данные законы используют и в оккупированном Крыму. И поэтому как раз-таки мы наблюдаем. И вот сейчас в ближайшее время мы будем давать, информировать или делать отчет за 2021 год, а как раз-таки там эта вся динамика, она чітко проявляється. І наскільки я можу зробити висновок з того, що ви говорите, в 2022 році ця тенденція буде зберігатися, чи я неправильно зрозуміла? А в 2022 році? В 2022-му. Я думаю, що вона буде зберігатися, і крім того, ми бачимо такі тенденції, як, скажімо, вони більш проводять тортури або катування. Тому от нам треба відслідковувати, і є проблема в тому, що не кожна людина сміливо заявляє про це. Тому те, що ми знаємо інформацію за останні півроку, коли люди знайшли сміливість і виступили, і розказали публічно про ті катування, які були відносно них, то зараз ми якраз таки і звертаємося до кожного, хто мешкає на окупованій території, що раз вони почали вас переслідувати, то вони і будуть продовжувати це робити. Тому нам потрібно інформувати широко громадськість та міжнародне суспільство про ці катування, які вони роблять відносно наших громадян на окупованих територіях. Я трошки пізніше хотіла до цієї теми повернутися, але вже якщо ми почали, ми хотіли нагадати про Нарімана Аметова, до якого 17 грудня окупаційні силовики прийшли з обшуком, і після того, як вже він повернувся додому, Кримська Солідарність взяла в нього таке годинне інтерв'ю, там, де він розповів про те, як відбувався сам обшук, і про те, вже як його катували і як його везли в невідомому напрямку, і те, що його родина певний час не знала взагалі про місце перебування саме його. І перейти хотілося до вже основної теми. Сьогодні в Україні, 12 січня, відзначається День українського політв'язня. І традиція відзначення Дня політв'язня запроваджена в 1975 році з пропозиції В'ячеслава Чорновола, який закликав протистояти репресіям і жорстокості радянського режиму. Дату обрали не випадково. 12-14 січня 1972 року радянська влада провела найбільшу репресивну акцію проти українських дисидентів. Тоді були заарештовані всі відомі представники Національно-демократичного руху України. Майже всі отримали тривалі терміни ув'язнення в таборах суворого режиму та заслання. Коаліція на захист бранців Кремля, до якої входить, зокрема, Кримська правозахисна група «Кримсос», Центр громадянських свобод та Українська гельсінська спілка з прав людини, ведуть список осіб, позбавлених волі з політичних мотивів у зв'язку з збройною агресією Російської Федерації проти України. І у ньому налічується 127 людей. За даними Кримськотатарського ресурсного центру, за весь період окупації кількість політв'язнів та переслідуваних у кримінальних справах досягла 234. 164 з них – представники корінного кримськотатарського народу. Ця категорія складається з 5 компонентів залежно від статусу переслідуваного. Це засуджені та відбувають покарання в колоніях. Це 70 людей, з них 45 – кримські татари. Мають обмеження чи випробувальний термін – 31 людина, 18 – кримські татари. У СІЗО – 51, 44 з них – кримські татари. Звільнені – 50, 32 з них – кримські татари. Переслідуються – 32, 26 з них – кримські татари. Про День українського політв'язня згадав і президент України Володимир Зеленський. У своєму інстаграм він написав, далі цитую: «Сьогодні День українського політв'язня. Людей сильних духом, які не зрадили своїм принципам і цінностям своєї країни. 142 українські політв'язні наразі перебувають на території Росії та в окупованому Криму. Ми будемо боротися до останнього і обов'язково повернемо вас додому».
І продовжимо розмову з Ескандером Барієвим на цю тему. Враховуючи ці цифри, про які я сказала, і враховуючи те, що вони дещо відрізняються. Ми почули 127 від громадських організацій і 142, про це написав президент Володимир Зеленський. Як взагалі зараз проходить і як взагалі рахують і кого рахують політв'язнями? Вот в этом-то вся и проблема. На самом деле вы действительно назвали разные цифры. Но, во-первых, те цифры, которые назвал президент Украины, скорее всего, они связаны в том числе и с той категорией людей, там политвязни, которые являются, вернее, политвязнями и имеют отношение, к примеру, к Донбассу или были арестованы на территории там, Российской Федерации. Поэтому я как раз-таки хотел бы обратить внимание, учитывая то, что мы затронули данную тему, мне действительно посчастливилось быть лично знакомым с Вячеславом Максимовичем Черноволом. Мы с ним еще познакомились в 90-х годах, и действительно это был очень интересный и очень такой вот человек, который мог и интересно пошутить, и с ним действительно было интересно его слушать. Во-первых, почему разные цифры? Вот наиболее системно построена информация вся у Крымско-Татарского ресурсного центра. Объясню почему. Не потому, что я имею прямое отношение к этой организации. Но, во-первых, есть классификация, которую вы частично озвучили. То есть мы говорим о тех людях, которые преследовались по уголовным делам, это 234, 165 из них — это представители коренного народа. Мы системно отслеживаем и выделяем представителей коренного народа. Теперь, когда мы называем политвязни, вот здесь я бы обратил внимание и журналистов, и широкой общественности к подходу к дефинициям. Почему возникло понятие «украинский политвязень» еще в 1972 году? Потому что это было одно государство, потому что были политвязни за этнической ознакой или по этническому принципу. Это украинцы, этнические украинцы, которые боролись, были политически преследуемыми и боролись за свободу Украины, за независимость Украины. И, соответственно, они преследовались в одном государстве, это Советский Союз. Поэтому, конечно же, тогда и была инициатива назвать украинский политвязень. Теперь, если мы говорим о данном понятии, о данной дефиниции, я бы сейчас в условиях уже независимого украинского государства больше использовал бы диссиденты украинские, непосредственно украинские диссиденты Советского Союза. И это было бы правильнее, потому что если говорить о когнитивном анализе всего этого процесса, то здесь получается, этого словосочетания, то получается, что украинские политвязни — это те политвязни, которые преследуются украинской владой. И на современном этапе украинские политвязни, на мой взгляд, употреблять некорректно. Поэтому Крымско-Татарский ресурсный центр четко выделяет крымских бранцев Кремля. То есть в данном случае у Крымско-Татарского ресурсного центра, кроме классификации, где есть, куда входят преследуемые, куда входят политузники, которые освободились, политузники, которые находятся с ограниченной свободой, политузники, которые находятся в колониях, и политузники, которые находятся непосредственно в СИЗО. Почему мы разделяем? Вот как раз-таки те, которые непосредственно находятся в местах несвободы, а их на сегодняшний день 70, из них 45 — это представители крымско-татарского народа, и, соответственно, те, которые находятся в СИЗО, их 51, то есть общее количество политузников, которые находятся в местах несвободы, 121, а не 127, когда мы говорим конкретно о крымских узниках Кремля. Поэтому вот здесь и получается, что цифры играют или бегают у разных организаций. Кроме того, когда мы говорим про организации, то часто бывает, порой, когда называют крымские узники Кремля, там оказываются фамилии или имена совершенно тех людей, которые не имеют к этому, не имеют отношения к Крыму.
Теперь у Крымско-татарского ресурсного центра есть четкие категории или критерии, кто относится к крымским бранцам Кремля или узникам Кремля. То есть к ним относятся непосредственно это те люди, которые были арестованы непосредственно в Крыму, те люди, которые имеют прямое отношение к Крыму, то есть жили до начала оккупации, или, скажем, там родились там и, соответственно, возможно, были даже арестованы на территории Российской Федерации. У нас есть такой пример, когда за свидетеля Иегова арестовали на территории Российской Федерации. И мы его включили в наш список. Или те граждане Украины, которые были непосредственно арестованы в Крыму. Например, такие как Панов там, и так далее. Поэтому мы вот эту категорию выделяем крымские бранцы Кремля или крымские узники Кремля. Теперь, возвращаясь к названию, к формулировке. Дело в том, что вот если мы будем анализировать или говорить, а что, в Украине не могут быть политически преследуемые люди? Могут быть. Допустим, как мы могли бы назвать Юлию Тимошенко, которая в свое время сидела в тюрьме? Или как мы могли бы назвать там Юрия Луценко, который сидел в тюрьме именно по политическим мотивам? Понятно, что их как раз-таки можно, поскольку государство Украина, их нужно было бы называть украинские бранцы Кремля, украинские политвязни. Поэтому вот в этом плане мы начинаем поднимать эту тему для того, чтобы была правильная формулировка, потому что в то время это была одна ситуация и один подход. С другой стороны, когда мы говорим о политузниках, они были в Украине, они могут быть в будущем, или они, возможно, сейчас и есть, то, соответственно, как они будут называться. Поэтому в этом случае мы должны четко обозначать и четко понимать. Теперь, что касается вообще критериев, то, конечно же, очень важно было, чтобы был закон о политузниках. На самом деле, слава богу, что подобный закон появился. Правда, там от прямой формулировки политузники в данном законе несколько отходят. Поэтому здесь, я думаю, важно на это тоже обращать внимание, для того, чтобы действительно цифры совпадали, чтобы не путали фотографии, как некоторые в раздаточных материалах могут под Бекировым Энвером поставить вместо фотографии политузника Бекирова Энвера, поставить фотографию Бекирова Энвера, который проживает, является внутренне перемещенным лицом и проживает в городе Львов. То есть вот есть вот такие казусные вещи, которые, к сожалению, по сегодняшний день делаются. Поэтому вот здесь мы и стоим на той позиции, что мы должны к этому подходить очень так выверенно, взвешенно, четко верифицировать, скажем, тех людей, которым мы даем статус и в отношении которых мы призываем и международное сообщество, и украинских политиков брать шефство, политическое шефство для того, чтобы больше привлечь внимание и международной общественности, в том числе оккупантов, к тому, что за данными людьми очень системно і серйозно наблюдають. Хто має прийняти це рішення про зміну цих дефініцій? Ви кажете, що вже почалася робота, можливо, якісь перемовини, та наскільки я зрозуміла, але хто має вирішити, що дефініція кримські бранці Кремля має бути вже в обіході і має виглядати саме так и визначатися саме ось так? Ну, смотрите, почему мы еще выделяем крымские бранцы Кремля? Когда мы говорим о крымских бранцах, о тех категориях, о тех критериях, которые я назвал, то все, кто арестованы в Крыму, они являются политузниками. И, соответственно, здесь в том числе на них распространяется международное право как на политузников. Теперь, когда мы берем Донбасс, вот здесь как раз-таки есть сложности. В чем? Потому что там есть как военнопленные, так и политузники. Почему Крымско-татарский ресурсный центр? Мы не вмешиваемся в Донбасс, потому что по Донбассу есть другие организации, которые системно работают в этом направлении. Это во-первых. Во-вторых, вот как раз когда мы говорим о военнопленных,
то, соответственно, на них распространяются уже другие нормативные акты международного права. Поэтому вот здесь мы должны очень четко разделять и четко понимать, как нам действовать, потому что дальше выстраивается определенная стратегия, а дальше выстраиваются определенные действия, каким образом способствовать их быстрейшему освобождению, будь то это обмен или просто это будет освобождение. Поэтому вот здесь мы должны четко понимать все эти процессы. І окремо хотілося проговорити про інформування і про донесення інформації, про що ви вже згадували частково. В грудні в Україні розпочали програму авторів-амбасадорів на підтримку українських в'язнів Кремля Solidarity Awards. В межах програми 13 письменників та журналістів стали публічними амбасадорами 13 політв'язнів-журналістів. Усі вони перебувають у в'язницях або під домашнім арештом з політичних мотивів за незаконними справами в Російській Федерації та в тимчасово окупованому Криму. Більше про цю програму ми говорили в минулих ефірах, а зараз мої колеги поспілкувалися з Мирославою Барчук про її участь у цьому проєкті. Вона стала амбасадором журналіста Олексія Бесарабова. Ця програма передбачає усі види поширення інформації про заручників в Російській Федерації, заручників Кремля. Якось так склалася доля, що вона першого запропонувала мені Олексія Бесарабова. І оскільки я знала його, і я чітко знала його як людина, аналітику якого я користувалася, і позицію якого я знала, я відразу прийняла це і відразу вважала для себе за честь говорити про нього, стати його голосом. Кампанії такого характеру і такого спрямування, наскільки вони можуть допомогти в інформуванні і, можливо, потенційно вплинути, в тому числі на міжнародних партнерів, для того, аби вони частіше підіймали питання звільнення політв'язнів? Да, я скажу о том, что на самом деле мы прекрасно знаем об этой кампании. И эта кампания, прежде чем начаться, конечно, у нас было совещание, потому что еще в 2017 году Крымско-Татарский ресурсный центр начал инициировать кампанию «Крестный отец», или в крымско-татарском варианте это «Аталых». Что такое крестный отец? То есть это когда известная личность, в частности, когда мы говорим о политиках, депутатов Европарламента и так далее, берет шефство над политузником и, соответственно, политическое шефство. И, соответственно, таким образом публично заявляет, ведет коммуникации с этим политузником и, по возможности, даже посещает его в колониях. Почему я начал и говорить, почему мы разделяем СИЗО от колоний? Потому что в основном все те, кто в колониях, находятся на территории Российской Федерации. Те, кто в СИЗО, в большинстве своем находятся на территории Крыма, куда не каждый политик или известная личность может поехать для того, чтобы проведать политузника. Теперь далее, конечно же, в рамках данной кампании, в том числе уже в 2020 году, в декабре месяце, мы инициировали кампанию «Депутаты, да поможи бранцам Кремля», для того, чтобы украинские политики брали политическое шефство. И я скажу, что есть хорошие результаты. Ну, как сказать, хорошие, в течение года при активной работе и с депутатами всех уровней, ну, слава богу, есть порядка 8 народных депутатов, которые взяли шефство над несколькими политузниками. То есть, к примеру, там, допустим, Владимир Арьев, он взял шефство сразу над 3 политузниками. Если мы возьмем Бобровскую, народную депутатку Бобровскую, она взяла над 2 политузниками и так далее. Вот таким образом пошел процесс. Далее инициативу проявил в том числе и проявило Министерство иностранных дел Украины. Но они свою кампанию назвали под названием уже менторство, адвокационное менторство. И таким образом к этому подключились посольства Украины. И уже на сегодняшний день шефство взяли тоже несколько таких международно известных людей, как Фукуяма, известный японский, скажем, философ, деятель. Далее взял шефство над политузниками Антонио Станго, это близкий
друг и активист и Крымско-Татарского ресурсного центра. Мы были в декабре месяце в Норвегии, где официально норвежский Хельсинкский комитет взял шефство над 3 политузниками. То есть вот таким образом идет процесс. В декабре месяце мы встречались с PEN Украина, где как раз-таки они говорили о компании, которую хотят начать как раз амбассадор. Здесь мы подходим к этому вопросу таким образом, что можно по-разному называть компании, главное, чтобы принцип выдерживался один. Способствовать тому, чтобы публичная личность брала шефство над политузниками. Но, допустим, PEN Украина, они взяли конкретно определенную часть. Те, кто имеет какое-то отношение к гражданской журналистике. И, соответственно, конечно же, они стали брать шефство, то есть поскольку PEN Украины — это больше представители писателей и так далее, то, конечно же, им более близки представители гражданской журналистики. Поэтому мы это приветствуем, мы это полностью поддерживаем. Конечно, опять же, тут можно говорить по-разному о дефинициях, да, когда мы говорим, допустим, о менторе, то, допустим, нашим коллегам европейским или международным больше подходит, больше они понимают слово не менторство, а больше понимают, допустим, слово патронаж, как патронат над тем или иным субъектом. А когда мы говорим про амбассадора, амбассадор — это как больше представитель. Но при всем том, как бы ни называлось, наша позиция была такова, что мы поддерживаем любую инициативу. Главное, чтобы она была результативной и способствовала тому, чтобы большее количество людей, публичных людей, брали шефство над политузниками. Потому что почему мы пришли к такому, к местным компаниям, национальным компаниям, как депутат допоможебранцам Кремля, кстати, даже депутаты Винницкого городского совета, районных советов города Винницы взяли шефство. Сейчас в Одессе, я знаю, нарабатывается в Запорожье, когда депутаты облрад и депутаты районных рад, городских рад готовы будут брать шефство над политузниками. Потому что когда европейские политики спрашивают, они для того, чтобы беспокоиться за свою репутацию. И поэтому, в первую очередь, они кому доверяют? Они доверяют своим коллегам в Украине. И поэтому из нашей практики они часто нам задавали вопросы, а кто из украинских народных депутатов или депутатов разных уровней взяли шефство над политузниками. Поэтому вот эта вся система, она взаимосвязана. Поэтому нам дальше, работая на международном уровне, работая с международными, с депутатами, конгрессменами и так далее, нам легче уже говорить, когда мы говорим, что у данного политузника, когда мы даем информацию о каждом политузнике, мы говорим, что политическое шефство над ним ведут те, другие, третьи, в том числе писатели, депутаты и так далее. Поэтому вот в этом плане это хорошая инициатива, и мы видим, что динамика позитивная. Хотя, конечно, я скажу вам честно, что мы несколько раз направляли письма, мы получали разные письма от народных депутатов Украины, что даже некоторые писали о том, что это не входит в их функціонал, і вони не повинні займатися. Я думаю, що це може бути навіть цілою окремою темою, і цікаво було б спитати самих народних депутатів про це. А в нас буквально 1,5 хвилини залишилося, але я хотіла спитати ще, можливо, прогноз або ваші очікування, враховуючи те, що зараз проходить ціла низка зустрічей на міжнародному рівні між Сполученими Штатами і Росією, ми про це говорили вчора. Володимир Зеленський казав про те, що в нього були зустрічі з представниками країн нормандського формату, Німеччиною, Францією. Можна очікувати, що цього року ми почуємо або хоча б почнуть обговорювати можливість обміну політв'язнів? В первую очередь я хочу обратить внимание на то, что тема Крыма, наверное, благодаря все-таки политике, в том числе или в первую очередь и нашей власти, украинской власти, в том числе и нашей дипломатии, действительно сегодня обсуждение темы Украины находится на самом высоком пике, на мой взгляд. И поэтому специально посвящены ряд таких встреч
переговоров, которые сегодня проходили в формате Россия-НАТО, была Россия-США и, соответственно, будет Россия-ОБСЕ. Понятно, что мы пока не видим каких-либо договоренностей, но мы видим принципиальности тех сторон. В первую очередь для нас важна принципиальность наших союзников. Поэтому дальше, чтобы сбавлять градус, в том числе и может появиться одни из условий — это обмен или освобождение политузников и военнопленных. И вот здесь как раз-таки для нас очень важно, чтобы, когда начнет спадать градус, что в этом случае одно из условий, конечно, будет освобождение политузников, потому что мы хотим, чтобы они как можно быстрее вернулись к своим семьям. Но мы должны понимать, что первой причиной все-таки является оккупация. И Российская Федерация, она как тот вот, я не знаю, рекетир или как еще назвать, сегодня отпустит одних, завтра захватит других в заложники. Даже как террорист это будет правильно назвать. Поэтому нам нужно постоянно об этом помнить и напоминать нашим союзникам, что все-таки нужно бороться с первопричиной, то есть з окупацією. Пам'ятаємо, нагадуємо, і в тому числі нагадуємо і нашим телеглядачам про українських політв'язнів, про кримських бранців Кремля. Дякую дуже, що долучилися. Я нагадаю, що у нас на зв'язку був член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескандер Барів. Говорили сьогодні про День українського політв'язня, який відзначають в Україні 12 січня. Передивитися цей та інші наші ефіри ви можете на нашому сайті «Суспільне Крим» та на нашому ютуб-каналі. Ми з вами побачимося вже завтра о 18:00. Далі о 20:40 дивіться новини кримськотатарської. Гарного вам вечора.